Я продолжаю писать карту дня на 9 ноября. Это среда. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков зодиака, это у нас Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, тогда вам надо другое видео. Здесь нет этих знаков. А значит, как вам его найти? Под этим видео внизу, да, если вы прокрутите вниз, вы увидите, я оставила ссылочку, там так и написано, ссылка на первую часть, на 9 ноября. Нажимаете, переходите, выбираете по тайм-коду свой знак и смотрите. Или второй вариант, вы можете оставлять в комментариях запрос на первую часть, если вы не можете найти под видео. А я смотрю дальше, я смотрю весов, 9 ноября, среда. Покажите мне, что будет происходить у весов в этот день. Новость придет к вам в электронном виде в среду. Могут быть деловые общения, деловые отношения. Победа может быть, флаг, да, то есть достижение результатов, победа, конфликт. Может еще показывать, что если есть какой-то конфликт, если вы с кем-то соревнуетесь, может быть, там соревнования у вас, да, там, то показывает, что победа, да, будет за вами в этот день. Решится какой-то вопрос. Причем, видите, решится положительным результатом. Ну и удача еще выпала. В этот день вам сопутствует удача. Проверяем горизонтали сначала. Горизонтали нет, вертикали нет, нет. Нет, я не вижу. Значит, приходит новость в этот день. Может быть деловое общение, может быть конфликт с кем-то, победа, решение вопросов и удача. Так что смотрите, очень много классных событий, минус только конфликт. Да, то есть постараться избежать какого-то конфликта вам надо. Но опять же, то есть мечи могут показывать и соревнования с кем-то, да, то есть я с кем-то меряюсь силами. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Скорпионы. Девятое ноября. Среда. События дня. Скорпиончики, первое, успех выпадает. Успех, победа. Общение с другом, подружкой. Тайная встреча. Возможно, в тайне будете встречаться с другом. Конфликт нельзя. Змея. Ну, здесь человек, имеющий злой язык, да, то есть тут два варианта. Либо какой-то не очень приятный, да, то есть мы сталкиваемся с этим человеком,
Он может нас обидеть, там, обозвать как-то. Либо еще это может быть человек по году рождения змея. Например, если ваш друг, да, то есть по году рождения змея, или может быть связан с медициной, как вариант. По внешности, да, то есть худой, худенький такой, высокий. Тоже может показывать змею. Кстати, болезнь. Вот только сказала медик, да, и выпадает болезнь. Возможно, вы занимаетесь своим здоровьем, да, то есть своей внешностью. Поэтому змея выпадает. Это что? Обращаемся к специалисту, да, который нам помогает стать красивее, здоровее. Общение с семьей, детьми, цыпленок. И колебания, сомнения, выбор. Еще какой-то выбор будет в этот день. Застолье не получается. Здесь нет. Значит, смотрите, что у вас получается. Точно будет день очень успешный. Да, первое событие выпало успех. Будет общение с друзьями. Может быть встреча, ну, может быть тайной. Это, кстати, как вариант бывает сюрприз, да, например, когда вы не знаете, то есть показывает тайна, вы пока об этой встрече не знаете. Дальше можете заниматься здоровьем, внешностью, общение со змеей, общение с семьей, с детьми и выбор. В этот день какой-то выбор. Так что скорпионы, ну, в принципе, да, вот, за исключением некоторых событий, опять же, они могут себя по-разному показывать, да, то есть и не негативно, а позитивно. Поэтому будем надеяться, что день пройдет замечательно. Благодарю за внимание, перехожу к стрельцам. Стрельцы, 9 ноября. Стрельцы, события дня, покажите мне. Значит, смотрите, у вас выпадают весы, колебания, сомнения у вас будут в этот день. Общение с каким-то очень важным человеком, представитель закона, власти. Ключ, возможности, открытые двери. Тема здоровья, медицины, внешности. Кстати, это может быть, например, доктор, да, то есть доктор здоровья. Ссора может быть несерьезная, но тем не менее, да, то есть в ссоре всегда мало приятного. Деловое общение, причем, видите, подряд идет ссора, и сразу же деловое общение. Возможно, вот в деловом общении подсказка будет ссора. Обман, рыба, скользкое дело, вас втягивает в какую-то схему. Может быть, вы узнаете о том, что вас втянули, да, то есть поэтому ссора выпадает. Лебедь нельзя, свиток нельзя. Здесь нет. Получается, ни горизонтали, ни вертикали совпадений нет. Значит, в этот день, смотрите, будет колебания, сомнения какие-то у вас. Ну, кстати, вот очень хорошо. Да, то есть, если есть какие-то заманчивые предложения,
Хотя вот смотрите, есть и ключ, да, то есть с одной стороны, вроде как должны быть эти заманчивые предложения, но очень важно хорошо все взвешивать, весы подсказывают, да, то есть, возможно, эти заманчивые предложения по ключу могут быть обманом, они кажутся нам заманчивыми, да, то есть, а на самом деле это хитрость какая-то, поэтому хорошо все взвешивайте. В общем, колебания, сомнения и не зря. Общение с представителем закона власти, ключ, открытые двери, возможности, нам кажется, что нам все легко идет в руки. Ссора, тема здоровья, медицины, деловое общение и хитрость, обман, да, то есть когда нас пытаются поймать в свои сети какие-то вот не совсем порядочные люди, да, то есть поэтому тут вам надо быть осторожными. Тем более у вас выпадает, что действительно будет какое-то общение, связанное с делами, и какой-то вот человек в короне. Возможно, это намек на этих, да, вот, что-то кто-то из них будет. В общем, стрельцы, 9-го будьте осторожны, чтобы вас никуда не втянули. Благодарю за внимание и перехожу я к козерожкам сейчас. Козероги. 9 ноября. События дня для Козерога. Деловые отношения, показывают, у вас будут в этот день, в среду. Ожидание. Ожидание это может быть встреча. Или вы приходите на встречу и ждете, да, то есть другого человека. Успех. Победа, успех. Хорошие новости. И еще может быть событие, которое повторяется каждый месяц в этот день. Конверт нельзя. Ну, здесь нет совпадений. Получается, у вас будет в этот день с кем-то общение, встреча. Да, то есть деловые отношения показывают два человека, между ними отношения деловые. Ожидания, успех. Я так понимаю, что это общение принесет успех. Придут хорошие новости. И также еще будут события, которые повторяются с вами каждый месяц. Да, то есть, возможно, даже в этих числах. Вот такая информация у меня для вас, Козероги. У вас, в принципе, очень даже хороший день. Благодарю вас за внимание, и я перехожу к Водолеям. Водолей, смотрим, что вам приготовил день. 9 ноября. Ага, так, разлетаются. 9 ноября. Покажите мне, пожалуйста, события для Водолеев. Среда. Смотрим. Показывает, что будет у вас общение с кем-то по работе, да, то есть деловое. Ну, если не по работе, то деловое, дела.
Любовь, 2 сердца. Может быть знакомство, если у вас нет пока любимого человека. Замок, откроется какая-то информация, которая была скрыта, спрятана от вас. Успех. Лавровый венок, да, то есть это венок победителя. Могут быть какие-то победы, результаты. Тема здоровья, болезнь, плохое самочувствие, может быть посещение медучреждения, может быть вы будете заниматься своей внешностью, может быть узнаете информацию о своем здоровье какую-то в этот день. Да, смотрите, змея. Змея показывает обычно человека либо опасного для нас, либо еще иногда, если есть тема болезни, возможно, это медик, да, то есть это медработник, врач, доктор, не знаю, там, косметолог, да, если мы говорим о внешности. Дорога. Да, то есть, возможно, вы будете ехать, да, к этому врачу. Приглашение. Приглашение, здоровье. Деловая встреча точно будет, смотрите, видите, то есть к бабочке показала, что это не просто отношения по телефону пообщались, да, все решили, нет, да, то есть нужна встреча для того, чтобы обсудить какие-то деловые вопросы. Здесь нет, получается, одно событие показывает встреча, деловое общение, причем, скорее всего, да, вот ждет успех в этот день, возможно, как раз успех в этом общении. Дальше все хорошо в личной жизни, приглашение вы можете получить в этот день куда-то, могут открыться какие-то тайны, секреты, информация, и еще может быть поездка, также вы занимаетесь здоровьем, телом, да, своим, и общение со змеей. Ну, я думаю, что в вашем случае это проиграется, как, скорее всего, как доктор. Это змея. Либо показывает дорога со змеей. Да, то есть, возможно, вы едете, змея, имеется в виду человек по году рождения змея. Или тот, кто будет ехать с вами, связан с медициной. Да, то есть, работает там медиком, не знаю, кем-то, доктором, медсестрой. Так что, Водолей, вот такой у вас денек намечается. В принципе, события как бы хорошие, за исключением только непонятно, как проиграется череп и что это будут за тайны. А все остальные события позитивные. Благодарю вас за внимание. И перехожу я к рыбкам. Смотрим рыбки. Девятое ноября. События дня для рыбок. Рыбки, 9. Якорь вам выпадает первым событием. Показывает, что, возможно, у вас что-то получится закончить, доделать в этот день, поставить точку. Или еще где-то провести много времени. Да, вот, возможно, подсказка. С утра бросите где-то якорь, да, то есть и весь день, возможно, вот будете в одном месте находиться. Сейчас посмотрим еще, какие события выпадут дополнительно. Ну, пока вот видно, да, то есть событий нет. Подарок. Можете получить подарочек, купить подарочек кому-то.
змея. Общение с человеком-змеей. События. Может быть, в этот день события. Событие, подарок. На этом событии может быть змея. Так, и проверяем с вами горизонтали. Горизонтали нет, вертикали нет. Исполнение желания. Здесь нет, нет. Нет и нет. Больше событий не вижу. Получается, ну, очень похоже на то, что действительно по якорю весь день пройдет где-то вот в одном месте. Да, то есть, видите, нет активных никаких событий. Да, то есть мы проводим время очень спокойно, да, не перемещаясь, не передвигаясь. Возможно, до вечера. Да, то есть, а вечером будет какое-то событие с подарками. На событии будет змея, и, возможно, исполнится ваше желание в этот день еще. Так что вот такой у вас интересный денек. Да? То есть активности такой какой-то рабочей я здесь не вижу. Да, скорее всего, что вы там особо ничего не делаете, если идете на работу. По якорю благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.